حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة وكورة ودوق. Уважаемые жители республики, около месяца назад Совет тайпо-ингушского народа сделал объявление о том, что граждане республики Ингушетия имеют возможность задать все интересующие их вопросы Совету тайпо-ингушского народа. Сегодня мы находимся в гостях у Совета тайпо-ингушского народа, чтобы задать вопросы, которые прислали граждане Ингушетии. И сегодня мы их зададим Совету тайпо-ингушского народа в лице его председателя Пажахова Малсага Мусаевича. Малсаг, добрый день. Добрый день. Самый актуальный вопрос на сегодняшний день в Ингушетии – это вчерашнее представление президента Российской Федерации кандидатуры действующего главы республики Инзбека Евкурова на очередной третий срок на пост главы республики Ингушетия. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это большая ошибка Владимира Владимировича Путина. Хотя, с другой стороны, я уверен, что при той системе выборности, которая сегодня практикуется у нас, что не народом выбирается глава республики, а они назначаются из федерального центра, кто бы завтра не был на его место прислан, он был бы не намного лучше его. Не намного лучше его, потому что у него были бы определенные установки, за пределы которых он переступить бы не мог. Ну, а по поводу кандидатуры Юнусбека Евкурова, мы все знаем, что народ от него устал. Народ от него устал за эти 10 лет. Нужен был новый человек. Ну, случилось то, что случилось. Путин предложил эту кандидатуру. Он имеет право ее предлагать. Но Сахамунда ход Бянарыш воевал Хайбах, Аллаш проиграть Дерхолсу за предложение. Сахушик уяц. Царь Шхалари, воевал Халилу Жуасырги, Сарву Халилу Жуасырги. Уж сел Дянца, предложение поступить дальше Дянца, Сигиш, Абдуч Ламелда, Араками Ложевой, Посулуха Хатбаха. Ох, митигает 2 июня, Жубаш, возвратить Дейтвар. Адахашкира, Юху, уведомление Жахитайрова. Отказать от прокуратуры, суда, поддержать Харсадят, Анхас Ардол, и что-то. Сам Тхабакоет, Кардар. Митинг, да, Ардол, он союзил, да. Ну, а Катхакар Амдас, союзил, Герма, Иши, Василги, Дахайта, Ханархуда, Дялкармати Маслаги. Другие вопросы будут касаться непосредственно деятельности Совета тайпо-ингушского народа. Прежде всего, я бы хотел задать следующий вопрос. Сколько лет вашей организации? Находит ли ваши устремления понимание властных структур у представителей своего народа? Нам 3 с лишним года. Я думаю, если бы я мог бы ответить нашим заявлением, которое было сделано в день организации Совета Тайпов, из него все будет ясно. С вашего позволения я зачитаю. Это обращение 11 членов Совета Тайпов при главе Республики Ингушетии к народу Ингушетии, принятое на состоявшемся 19 февраля 2015 года учредительном собрании общественного движения Совет тайпо-ингушского народа. Обращение
Мы, представители 11 тейпов Ингушетии, находившиеся длительное время в составе Совета тейпов при главе Республики Ингушетии, приняли решение создать Совет тейпов ингушского народа. Причинами, побудившими нас решиться на этот шаг, являются: первое, неэффективность Совета тейпов при главе Республики Ингушетии. Нет коэффициента полезного действия. Мы могли месяцами обсуждать злободневные для нашего народа вопросы, дискутировать, отшлифовывают и согласовывают обращения и заявления, а затем, как это бывало не раз, откладывают их в ящик письменного стола. Пустая трата времени. Совет умышленно или неумышленно превращен в дискуссионный клуб. Второе. Несогласие с тем, что по определению не может быть Совета тейпов при главе Республики Ингушетия, это по меньшей мере некорректно. Совет тейпов должен состоять из представителей тейпов Ингушетии, так как это и есть народ, и ни у кого не должно быть на этот счет сомнений. Руководство любого ранга также принадлежит и подотчетно своему тейпу и своему народу. Не может народ состоять при ком-то, скорее наоборот. Несмотря на наши неоднократные обращения по этому вопросу, убрать приставку «при», соответствующее решение затягивалось и до сих пор не принято. Следующий. Совет тейпов при главе Республики Ингушетия, созданный по решению руководства Республики в 2009 году для привлечения тейпов к активной политической и общественной жизни, улучшения общественно-политической и криминальной ситуации в Республике через своих представителей с поставленной задачей справился. На данном этапе времени рамки положения о Совете тейпов при главе Республики Ингушетия сковывают полномочия представителей тейпов. Более того, часто самым бесцеремонным образом нарушаются и пункты самого положения. Выборы президиума, выборы председателей Совета, включение дополнительного состава Совета частных лиц без предъявления подтверждения соответствующих полномочий от своих тейпов, реорганизация Совета происходит без учета мнений членов Совета тейпов при главе Республики Ингушетия, без учета волеизъявления представителей тейпов. По нашему твердому убеждению, Совет тейпов должен быть институтом, защищающим интересы каждой конкретной личности и всего многонационального народа Ингушетии в целом, целесообразно в тесном контакте с органами представительной и исполнительной власти Республики Ингушетия. Было бы несправедливо, если бы мы замолчали факту, что Совет тейпов при главе Республики принес определенную пользу нашему обществу, в том числе и тем, что разбудил общественное самосознание нашего народа, за что мы выражаем благодарность главе Республики Ингушетия. Более того, должны сказать, что большинство членов Совета тейпов при главе Республики Ингушетия, на наш взгляд, порядочные, преданные своему делу личности, которые в силу своего понимания происходящих событий пытаются быть полезными Ингушетии. С сегодняшнего дня мы Совет тейпов ингушского народа. Мы Совет при народе, а не при главе Республики. Во всяком случае, хотели бы им стать и будем прилагать для этого все усилия. Члены Совета тейпов ингушского народа не намерены принимать участие во властных структурах. Участвовать в борьбе за власть мы не в этом возрасте. Наша задача не в этом. Мы планируем полное взаимодействие с органами всех ветвей государственной власти, с общественными и религиозными объединениями, действующими на территории Ингушетии, при максимально возможной мере по укреплению единства ингушского народа, улучшению духовной и материальной жизни многострадального ингушского народа. Мы планируем, а что из этого получится, знает один Аллах. Мы обещаем своему народу говорить правду и только правду о событиях и процессах, происходящих у нас в республике. Мы постараемся в силу своих знаний и способностей предостерегать власти от необдуманных поступков и рекомендаций конкретной альтернативные решения по выходу из возникших ситуаций. Сегодня нас только 11 человек, представляющих свои тейпы, являющихся председателем Совета своих тейпов или же уполномоченными представителями. Не сомневаемся, что в ближайшее время нас будет значительно больше, и с нашим мнением, с мнением народа, руководством вынуждены будут считаться. Да поможет нам Аллах. Ахмад Башир Аушев, Муса Булгучев, Мурат Даскиев, Масук Ужахов, Квас Мусейн Роев, Хамза Калоев и другие. Всего 11 человек тогда подписали это заявление. Правда, сразу же после этого из этих 11 человек 6 человек отказались от своей подписи, но оставшиеся 5 продолжили работу
И сегодня в Совете Тайпов участвует более 36 тайпов. А скажите, как на сегодняшний день формируется ваш совет? Кто имеет право принимать в нем участие? И есть ли какие-то правила отбора, правила отказа при приеме? В Совет Тайпов ингушского народа могут входить как сами председатели Совета Тайпов соответствующих тайпов, так и их представители. Для этого необходимо, что человек, который намерен войти в Совет Тайпов, представил нам заявление, подписанное или председателем Совета Тайпов, или же, если Совет Тайпов отсутствует, по конкретному тайпа, старейшинами этого тайпа. Нам очень важно, чтобы этот человек пользовался авторитетом своих тайпов и поддержкой своих старейшин. После того, как подается заявление, эта кандидатура рассматривается у нас на заседании. У нас есть специально созданная комиссия, которая, прежде чем мы сразу же не принимаем Совет Тайпов. После того, как Тайп подал заявление о участии его представителя, мы неделю или две поручаем комиссии узнать о кандидате все, получить о кандидате всю информацию. Потом эта комиссия докладывает на Совете Тайпов свое мнение о личности, которая намерена вступить в Совет Тайпов, и только после этого при положительной характеристике ставится вопрос о приеме Совета Тайпов. Следующий вопрос. Имеется ли программа действий вашего движения? Насколько далеко идущий у вас план? У нас имеется программа действий, хотя мы ее до сих пор не обнародовали. Это программа действий, основным пунктом программы действий, основными пунктами их пунктов 8-10, но я пока назову два пункта, основных. Мы считаем, что у нас республика, наша республика должна быть не президентское правление, а у нас должно быть парламентское правление, у нас должна быть парламентская республика. Нам не подходит президентское правление. Почему не подходит? Мы из практики знаем, кто бы ни проходил, как только возглавляет представитель какого-нибудь тайпа, в обязательном порядке все представители этого тайпа, все знакомые этого главы, они начинают встраиваться в власть, они начинают это, и этот клан начинает управлять республикой. Поэтому говорят, чтобы избежать этого, мы думаем, что у нас должна быть парламентская республика, должен быть парламент. Более того, мы думаем, что парламент должен быть двухпалатным. Нижняя палата, как в России, депутаты, верхняя палата представителей тайпов. Совет Федерации. Да, типа Совета Федерации, но назвать его Совет Тайпов, представителей тайпов. И правительство выбирается не президентом, пост президента упростняется, но председателя правительства назначает парламент, и парламент же контролирует это правительство. И по любому случаю коррупции парламент имеет право создавать комиссии, парламентские комиссии, которые будут рассматривать любой случай, который гласно перед всем народом, любой министр, любой чиновник обязан будет отчитываться перед парламентом. При таком механизме власти есть надежда, что мы изживем тайповщину, что ли, клановость. И, между прочим, я должен сказать, Юрисбек Киркуров, когда пришел к власти, сам заявлял, что он будет бороться с клановостью, что она недопустима. Ну, а потом оказалось, что то, что он критиковал, это еще не было клановостью. Клановость – это сейчас. Правда ли, что ваш совет, Совет Тайпов ингушского народа, хотели прикрыть в судебном порядке? Да, это правда. Мы 2 года с момента организации февраля 2015 года пытались зарегистрировать свою организацию. 4 раза мы подавали документы в Министерство юстиции, 4 раза под надуманными предлогами нам отказывали. Хотя изначально, чисто по-товарищески, нам дали устав,
организации, которые уже ими зарегистрированы, один из лучших уставов, хотя мы по нему, в соответствии с ним, со своими дополнениями, конечно, делали. У нас оказалось уйма ошибок, хотя та организация уже была давно зарегистрирована, с которой Мубарак пример. Но в конце концов никакого другого ухода у Министерства юстиции не было, потому что все замечания, раз за разом, которые они нам делали, мы исправляли. И нас зарегистрировали. Нас зарегистрировали где-то осенью 2016. А потом в конце года президент республики в передаче «Диалог с народом» выступил с резкой критикой Министерства юстиции, как это мог так. Они могли зарегистрировать в то время, как имеется Совет Тейпов при главе республики, еще регистрировать Совет Тейпов ингушского народа. Я даю поручение прокуратуре и другим силовым структурам разобраться, как это могло случиться. Видеозапись этой передачи имеется. Тот Совет Тейпов, насколько мы знаем, он не зарегистрирован. Он не был зарегистрирован. У того Совета Тейпов просто было положение, разработанное внутри администрации. Но когда мы начали регистрироваться, они поняли, что ему тоже, тому Совету тоже надо, его тоже надо зарегистрировать, и они тоже подали документы. И между прочим, их как общественная организация, а нас как общественное движение, обе наши организации зарегистрировали один и тот же день. До этого они тоже не были зарегистрированы. Им ничего не говорят нас. И что получается? Министерство юстиции тут же подает иск, то есть Верховный суд Республики Ингушетия о том, чтобы нас ликвидировали. По надуманным предлогам там, по-моему, 18 предложений, или сколько, боюсь соврать сейчас. Только вчера зарегистрировали нас, после 4 попыток зарегистрировали. То, что они нас зарегистрировали, это уже говорит о том, что никаких замечаний уже нет и быть не может. Но через 2 месяца, сразу как только поступает заказ, 18 причин находят для того, чтобы закрыть. Состоялся суд. К чести судьи Макшарипа Сурова, он не пошел на поводу власти, и он принял правильное решение. Все эти предложения, которые были приведены, они выведены, если они стоили, у него просто не было никакого основания. Но другие, даже не имея оснований, принимают неправильное решение. Он не стал принимать такое решение, и он отказал Министерству юстиции в нашем закрытии. После этого Министерство юстиции подало в Верховный суд Российской Федерации, рассчитывая, наверное, то, что у нас ни энергии, ни средств, ни сил не хватит для того, чтобы ездить в Москву и защищать свои интересы. Но мы поехали и выиграли. Наняли адвоката грамотного и выиграли. И я сегодня могу сказать, что Совет Тейпов ингушского народа – это легитимная организация, зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации, и никаких претензий к этой организации у властных структур быть не может. И признанная Верховным судом России. Да. Некоторые граждане нашей республики задают вопрос, зачем вообще нужен Совет Тейпов ингушского народа? Насколько важно наличие общественной организации, подобной вашей, и что полезного вам удалось сделать за время существования вашей организации? Хорошо, спасибо за вопрос. Я должен сказать, что до вступления в Совет Тейпов я являлся членом общественного движения «Мехтов». Участвуя в этом движении, я часто встречался с тем, что власти постоянно и по телевидению, и везде говорили, это самозванцы. Они никого не представляют, назвали себя громким именем Мехтел. Как они могли себе такое позволить? И возникло мнение, между прочим, там я должен сказать, что в Мехтеле собрались патриоты своего народа. Это вне всякого сомнения. Это были патриоты. Это были люди уважаемые и в народе,
и среди своих тейпов, но официально признанными представителями своих тейпов они не являлись, и пользуясь этим, их всегда называли самозванцы. И поэтому мы, председатели Совета тейпов, некоторые, которые принимали участие в Мехкеле, приняли решение войти в Совет тейпов при главе республики и проводить там свою работу. Туда вошли от Мехкела, я вошел и вошел Ахмад Рашид Арыш. Ну и я должен сказать, мы в течение года работали, поднимали вопросы и, между прочим, находили понимание у большинства членов этого Совета тейпов. Понимание. Но до определенного времени, как только появлялась необходимость у президента одобрения принимаемых их непопулярных решений, он тут же собирал Совет тейпов. Совет тейпов поднимал руки, и получалось так, что это решение, непопулярное решение, приветствуется всем народом. Только после этого вышли оттуда. Я что хочу сказать, почему я так долго подхожу. Поэтому мы и организовали Совет тейпов, чтобы потом за каждым из нас стояли тейпы. За каждым из нас, чтобы стояли тейпы, и чтобы эта власть знала, что за нами стоят люди, за нами стоят тейпы. И в нужную минуту эти люди, эти тейпы нас поддержат, чтобы власть не имела возможности называть самозванцами Совет тейпов. Какая необходимость? Если бы была другая общественная организация или партия, как в некоторых, может быть, других регионах, которая реально занималась бы защитой интереса народа, и у которой это получается, может быть, необходимости такой не было. Но в связи с тем, что Совет тейпов все-таки был создан, и создан не нами, создан властями, понял, что это за механизм, что от него, от этого Совета тейпов на данном этапе времени может быть какая-то польза народа, мы создали Совет тейпов ингушского народа. Мы его специально назвали Советом ингушского народа, Советом народа, в то время как другой называется Советом главы республики. Насколько большую пользу или маленькую мы принесли, я не знаю, у нас не так много рычагов влияния на исполнительную и законодательную власть, но я могу сегодня сказать, что некоторые вопросы все-таки благодаря именно нашим выступлениям, благодаря тому, что мы поднимали этот вопрос и доводили до широкой общественности, нам удалось решить. Например, есть закон о многодетных семьях. В России принят закон, что многодетными семьями являются семьи, где трое и более детей. Наш парламент принимает решение 5 и более детей. Какой в этом смысл? Им положены определенные льготы этим семьям, например, между прочим, хорошие льготы, 30% скидки по услугам ЖКХ. Что еще? Бесплатные лекарства для детей до 6 лет, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд, 11-12 год. Но у нас в республике, правда, не действует. Нас возмутило такое отношение к своему народу, отношение к многодетным. И мы начали борьбу с этим законом. И добились того, что парламент принял нормальный закон, где написано 3 и больше детей. Потом начали противодействовать уже тем, что не выдавали удостоверения многодетным семьям. В законе написано, что для того, чтобы получать эти льготы, у семьи должно быть обязательно удостоверение или у отца, или у матери. Если удостоверения нет, значит получать эти льготы никакой возможности нет. А наши власти мотивируют в том, что или у них денег нет, или возможности нет заказать эти удостоверения выдавать. Нам очень много усилий пришлось приложить. Мы несколько раз выступали, писали заявление в прокуратуру, начали выдавать.
начали выдавать удостоверения, но и то не всем. Но должен сказать, что мы добились того, что изменили закон, где написано 5 и более детей на 3 и более детей. Но добиться до сих пор, чтобы все эти льготы, они действительно существовали, и этими льготами могли пользоваться, мы не сумели. Хотя ежегодно бюджет республики закладывается то ли 10, то ли 20 миллионов рублей на эти цели. Но я до сих пор не встречал ни одного человека, который эти денежные средства получил. Это один момент. Второй момент. Вы знаете, что учителя до сих пор пользуются бесплатными услугами ЖКХ, газ, свет, воду. Наши власти приняли закон, в соответствии с которым, это правительство приняло постановление, в соответствии с которым им дается пособие 2000 рублей, и все. Как хочешь, так и разбирайся. Мы и это решение оспорили, боролись с этим решением, и правительство внесло пункт постановления, кстати, где написано, в случае, если расходы больше, чем 2000 рублей, в случае предоставления документов, квитанций, других документов учителями, все остальные средства тоже будут оплачены. Но пользоваться этим пунктом они учителям не дают, и учителям не хватает духа защитить свои права. Наверное, просто потому, что малейшее выступление их увольняют, и кто-то работу теряет не хочет. Но сам факт того, что этот пункт был внесен, это говорит о том, что недавно, в конце прошлого года, приняли постановление обратно же правительства, по-моему, номер 200, где репрессированные и других граждан льготной категории, инвалидов, ветеранов, заставляют ежемесячно ходить в соцотдел для того, чтобы получить проездной билет на 300 рублей. Ежемесячно. Это, например, сендырки или, например, с Галашки, или с Мужичев, Сепцовский район надо ездить для того, чтобы получить билет на 300 рублей, чтобы ездить. Хотя в законе четко написано, что для этого достаточно представить удостоверение репрессированных, как и во всех других регионах России. У него, между прочим, в других регионах эти льготы действуют, и в санатории ездят, и все льготы получают, и транспорт, все. Каждый месяц пожилые люди, вы знаете, репрессивные, это уже за 60 лет, 70, 80, должны стоять в очередях, и чтобы получить им эталон на 1 месяц. Мы выступили против этого. И сделали видеоконференцию, обратились в прокуратуру 1 раз, 2 раз, дали знать, что мы не беспокоимся. И по нашей информации правительство принято решение, что они уже не ежемесячно, а ежеквартально будут только ходить получать эти билеты. Но и это нас не устраивает. Сейчас у нас последняя информация, что правительство вообще решило свернуть все льготы репрессированных. Я имею в виду ЖКХ. Вот уже 2 месяца, по моей информации, репрессированным из Министерства финансов денежные средства на их расчетные счета не поступают. По моей информации, они тихим сапом решили ликвидировать эти льготы. Уже собираются сокращать всех работников, которые до сих пор занимались этими вопросами. Но эта информация только что поступила. И я вот просто не понимаю, как это так. Денежные средства из федерального центра для репрессированных ежемесячно в полном объеме поступают. А тут ссылается на то, что в бюджете республики не хватает денег. Мол, переходите на инвалидность. Вот если вы инвалид репрессированный, откажитесь на инвалидность, вот как инвалидам. Но при этом лукавят, не говорят, что если ты как инвалид, получаешь льготы по ЖКХ, то ты получаешь только на себя одного. Если ты как репрессированный, ты получаешь эти льготы на всю свою семью. Вот. И положение с этими проездными. Они прекрасно знают, что не будут ездить люди. По моей информации, там 1000 или 2000 человек из 25-6
даже меньшее количество людей пошли за этим билетом. Это самые такие обделенные. Ну, представь себе хотя. Они намеренно усложнили это, чтобы потом чтобы люди не приходили, чтобы эти деньги оставались в бюджете, и они могли бы их использовать на другие нужды. Точно так же сегодня хотят использовать деньги на услуги ЖКХ, на другие цели. Между прочим, их уже наказывали за это. Ахмад Башир проводил уже примеры. На 3,5 миллиарда рублей с бюджета республики сейчас взыскивают деньги, потому что позапрошлом году было нецелевое использование денег, которые выделены именно на эти цели. Хитрая задача. Они проходили, они используют их там, где с них можно снять первым. А вот здесь, когда они доходят до народа, с них ничего снять не могут, они никак не могут согласиться с тем, что эти деньги проходят мимо них, и они с них ничего не имеют. Вот именно это. Вот. Более того, я должен сказать, что деньги, как я говорил, поступают, никаких причин, чтобы льготы не получали граждане, нет. Но эта попытка, она сегодня явно видна. Я должен сказать, что на ближайшем заседании мы этот вопрос обязательно поднимем и обязательно защитим. Но после того, как мы поднимем и защитим, какая реакция будет, я могу сказать. Да ничего там Совет Тейпл не сделал, мы это сами говорим. Совет Тейпл себе приписывает то, что они на самом деле. Тогда чего они ждут, пока мы не скажем? Хитрая задача. Захал хамал диары, сакл Совет Тейпл диары, сакл Совет Тейпл. Самдуа закон, суд йохот тейпл. Закон перхада, юха случай дали, сдать мышли здесь, на агата шел, юха шел, но на молчали шел, хайзлац. Казахмада и тогда уже ситуация с представлением нах нахас. Харду усталось, хам остался начал. Хаков уже. Ерду даря, ернул даря, я шагнул глаз хотя. ساعدوا تيروجاس عطلنا موشي جوي حاجة كذا يا عم وصلش سخنش ميتينج 500 человек всего вообще 5-10 тысяч человек حاجة هنولا تاخدوا برشلونة это мне дело я железно уверен парламент принял бы закон но вы нас даже сауда ждет сауда عم что تحصلوا حماجات دو حماجات الشياست но خاش مقدار так экономический анализ, экономика, духовно рассматривать уже вопрос. На первом месте социальный вопрос шла, они вообще халдуал поманские. Царь хамалюа живет, год жить, баш год, болеть, нагрузку сам. Социальный вопрос, и же второй экономический вопрос, и же третий вопрос, политика, самарка, коснуться дядаться, зубрил шан. Но, мы сейчас проходим твердому мнению, что ни социальные, ни экономические вопросы, не решив политических вопросов, а выборы это политический вопрос, решить невозможно. Как внутри вашего совета, на ваших заседаниях вы приходите к какому-то единому мнению, потому что у вас собрались разные представители разных профессий, разных социальных групп? Я должен сказать, что порой очень трудно мы принимаем решения. Дело в том, что членами Совета Тейпл являются люди пожилого возраста. У нас только несколько человек, которым меньше, чем 60 лет. Только несколько человек. В основном от 90 до 60. Вот в этом промежутке. Но средний возраст можно считать у нас где-то 70 лет. Мне, например, 65 лет, но есть, которым и 90, есть, которым 80, с десяток членов Совета Тейпл, десяток люди, которым уже 80 или под 80. И я почему говорю о возрасте? У этих людей мировоззрение, которое формировалось все эти 80 лет. Более того, если они являются председателями своих тейплов, или представителями своих тейплов, то ясно дело, что они являются не самыми глупыми представителями своих тейплов, иначе бы их не делегировали бы сюда. Поэтому, когда мы затрагиваем какой-нибудь вопрос, у каждого есть уже устойчивое мнение по любому вопросу, и менять это свое мировоззрение бывает очень тяжело.
соглашаться, например, с человеком, у которого другое мнение, бывает очень сложно. Дискуссии бывают жаркие, очень жаркие бывают порой дискуссии. Были случаи, когда приходит новый человек выступать, но мы его сразу не принимаем, он сидит, у нас разгорается дискуссия, он видит, насколько они жаркие, что мы иногда чуть ли у него может сложиться впечатление, что мы сейчас набросимся друг на друга, и этот человек больше не появляется. У нас есть железное правило, внесенное в регламент, что до принятия решения можно иметь свое мнение. Но после того, как решение принято, о своем мнении надо забыть и выполнять то решение, которое принято, за которое проголосовало большинство. И именно благодаря этому механизму мы уходим из этой ситуации. Хотя я должен сказать, что были случаи, когда некоторые люди не согласны с принятым решением, даже уходили из Совета Тейпл, не в силах согласиться с теми решениями, которые приняты, считая их неправильными. И мы, в принципе, их и упрекать-то не можем. На некоторых информационных площадках имеются публикации, в которых пытаются очернить Совет Тайпо-Ингушского народа, утверждая, что в нем собрались бывшие чиновники, которые не справились со своими обязанностями, были уволены, и, будучи обиженными, теперь они выступают в Совете Тайпо. Что вы скажете по этому поводу? Да, нас часто упрекают в том, что мы просто группа, которая рвется к власти. Ну и более того, что мы бывшие чиновники. Насколько я знаю, в Совете Тейпл, кроме меня, еще только пару человек, которые в свое время занимали какие-то должности в государственной службе. Я могу сказать за себя, но отвечая за себя, я могу сказать, что такая же ситуация и с другими. Я в свое время являлся начальником аптечного управления, создал в Ингушетии эффективное, я должен сказать, аптечное управление. Потом создал и возглавлял федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального обеспечения, или по-другому Росздравнадзор. И там я работал, был на хорошем счету у руководства, но при этом не находил понимания, например, я буду говорить о последней работе с местной властью. Федеральная служба создана для того, чтобы надзирать за местной исполнительной властью, а у нас тут, как только Юркура пришел, наоборот, начали надзирать уже за нами местной власти. И мы не имели никаких возможностей докладывать в Москву о той ситуации, которая здесь минует местную власть. Он открытым текстом говорил, кто хочет сказать, что он не будет делать то, что я говорю, скажите, и я решу ваш вопрос. Он явно дал знать, что в Москве он способен решить любой вопрос. И я был одним из тех, который не согласился с такими выводами. И все эти годы я в Москву докладывал только то, что на самом деле происходило. И все эти годы, с того самого момента, когда он пришел, до момента моего ухода на пенсию, он присылал комиссии. Он пытался выжить меня с этой должности. Но я должен сказать, у него ничего не получилось. У него ничего не получилось. Я по исполнению 60 лет пришел на пенсию, ушел, получил почетную грамоту от федеральной службы за хорошую плодотворную работу. Ушел, добившись того, чтобы на мою должность назначили представителя Росздравнадзора, а не кандидатуру, которую представлял глава республики. Поэтому говорить о том, что, например, проворовались, по отношению ко мне неуместно, я не знаю. Вся республика знает, что я сам ушел. И он это лучше всех знает. Более того, он незадолго до того, как я
ушел на пенсию, и должности мне предлагал. Не знаю, плывешь на нас там разговор нет. Например, не сами обычно, это через подставных блогеров. Статья была год назад. Анонимный. То Илою, то Богатырев. Про меня писали, что я в свое время, я же говорю, я работал в аптечном управлении, Панацея называлась, продавал. По ценам 3 раза больше, чем в других аптеках. Но если ты 3 раза больше по ценам продаешь лекарства, то твою аптеку будут вообще заходить. Наоборот, аптеки пытаются сбавить цены, чтобы быстрее реализовать лекарственные средства. Бред. Второе. Там написано, это есть у меня вытащено. Это Евлой так писал. Это анонимно, в принципе говоря, это работа администрации, что мои аптеки продавали лирику и развивали наркоманию. В то время, как вы выступали против запрета энергетических напитков. Да, в свое время. Да. Но помимо этого, что удивительно, в то время, когда я работал, самого этого лекарственного средства лирики еще в производстве не было. А они пишут, что я лирику, мои аптеки продавали лирику. Вот поэтому это ложь, клевета, порочить, сказать, что не справились, что проворовались. Пусть он скажет, где это я проворовался. Я, если меня касается. Если кто-то в Доске Мурат проворовался, пусть скажет. Баманкири проворовался, Баманкири, пусть скажет, но они же именно не называют, им лишь бы что-то сказать. И вообще, это механизм такой. Вот мы поднимаем какой-нибудь вопрос. Вот, например, сегодня мы поднимаем вопрос, что они воры, что они хотят съесть народные деньги, которые положены репрессированным. И какая, ты думаешь, завтра будет реакция? Отвечать на этот вопрос не будут. Они завтра будут говорить, какой ужаху человек, он это сделал, он это сделал, он это сделал, он это сделал. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос, на поставленный вопрос, вы это делаете, вы неправильно делаете, вы неправильно делаете, они переходят на личности, чернят личности и тем самым отвлекают, пытаются отвлечь народ, что это за человек, зачем ему верить. Хотя, с другой стороны, давай так, допустим, я воровал, допустим, но если даже я воровал, если я даже сидел, я вышел, что я не имею права делать заявление? Или мои заявления, если я до этого сидел в тюрьме, они не обязаны рассматривать? Хитрая задача. Вот, в принципе, и еще одно. Если бы у них было бы что сказать, это все давно было бы сказано насчет любого из нас. Я просто почему говорю, вот, помнишь, я говорил, вот, раньше я сказал, что когда принимаем людей, мы очень внимательно выясняем, что это за личность. Мы знаем, если к нам попадет вот один участник движения, про которого им есть что сказать, или он сидел, или он там что-то еще неправильно сделал, или что-то еще, обязательно это поднимут. Обязательно как пример, и на его пример постараются опошлить все наше движение. Ничего сказать они не могут. Они могут только говорить так, без имен. Без имен. Последний раз собрались в амфитеатре, нам запретили проводить митинг. Но уведомления отказали. Ну тут же собрали всех своих представителей в амфитеатре. И там некоторые личности, я пока не буду их называть, обратно те же самые разговоры. Это люди, которые вчера проворовались, а это, которые обратно хотят во власть, они просто используют народ, им никакого дела до народа нет. Я не понимаю, если мне нужны должности, мне, например, я говорю, мне эти должности уже 3 раза предлагали. Мне сперва предложили, когда я был Росздравнадзором, быть советником президента. Я думаю, он этого отрицать не будет. Этому есть свидетель. Лишь бы меня выманить из Росздравнадзора. Но я отказался, потому что я подвел бы свой коллектив. Коллектив полностью был за меня. А у нас есть практика, если приходит новый руководитель, то он обязательно начинает менять весь коллектив, вплоть до уборщицы. Всех своих советов. Я отказался, хотя я честно должен признаться, для меня выгодно было бы пойти советником, потому что в то время в республике работала пенсионная система, которая была намного эффективнее, чем российская.
И если бы я оттуда ушел бы на пенсию, проработали это оставшиеся полгода или год, я пенсию сегодня получал бы в 3 раза больше, чем я получаю сегодня. В этом для меня даже была бы прямая выгода. Но я продал бы свой коллектив. Я отказался. 2-й раз мне предложили, когда я был в Мехеле, войти в состав правительства. Но я должен был выйти из Мехеля. 3-й раз мне совершенно недавно предложили. Но там одновременно была и угроза, и предложение с первого угрозы. Если не успокоишься, мол, и так, и так, и так. И все твои прошлые организации, и работа сына, и далее, и так далее. Мы тобой плотно займемся. А потом предложение, правительство меняется. Что ты 5 лет еще собираешься бороться, зачем тебе это нужно? Давай, иди работай, доказывай, что ты можешь это делать. Поэтому я говорю это тем лицам, вы просто не можете, в силу состояния своей души вы не можете поверить, они не могут поверить, что могут быть люди, которые могут отказаться от предлагаемых должностей. Они не могут это поверить, потому что сами готовы за эту должность на карачках ползать. Вопрос следующий, касаемо митинга 2 июня 2018 года. Как мы знаем, в этом митинге участвовали и члены Совета Тайпо-Ингушского народа. Кто был организатором этого митинга? Дело в том, что Совет Тайпо давно, уже 2 года борется за то, чтобы изменить эту систему, пытаясь изменить эту систему выборов, которые у нас сегодня есть. Я думаю, ты помнишь, как мы собирали подписи граждан с просьбой, с требованием вернуть узурпированные права. Мы отдали эти подписи, около 1000 подписей, год еще назад в парламент, с требованием вернуть прямые выборы в республике. Мы не раз делали заявление. Мы до этого митинга за месяц написали письмо, заявление председателю парламента с требованием срочно поставить в повестку дня этот вопрос. И ставили его известность, что если этот вопрос не будет поставлен в повестку дня, мы возглавим народ и выйдем на улицу. Мы встречались, он принял нас после этого письма. У нас состоялась беседа, но мы не нашли взаимопонимания. Он нам сказал, это ваше мнение? Да, это наше мнение. У меня свое мнение может быть? Говорю, может быть. У депутатов свое мнение может быть? Может быть. Вы же нам не отказываете в том, что у нас может быть свое мнение. Не отказываем. У нас другое мнение. Ладно. Но у вас мнение неправильно, а я начал я не арбитр, но мы, конечно, почему-то всегда совпадает со мнением. Мы сказали, вы уже 25 лет, один созыв парламента, передавая другому парламенту эти полномочия, вопросы, уходите, не решая никаких вопросов. Вы не решаете вопрос, определитесь, наконец. Хотя бы с границами определитесь. Да, который прописан в Конституции. Да. Ну, не собирается ничего решать. Более того, я должен сказать, что какая-то логика, может, и была. Он говорит, на сегодняшний день, говорит, это нереально. Но я говорю, хотя бы бумагу примите и положите, определите границы, положите. Мы не говорим, что сегодня созрела ситуация для решения, и мы не уверены, как и вы, что завтра же эти границы будут воплощены в жизнь. Ну, положите хотя бы бумагу. Закон примите и положите. А нет, потом прокуратура России отменит. Отменит все, хорошо. Если Россия отменит, народ-то будет знать, что вы пытались. Да. Народ будет знать. Тем более, что Конституционный суд России 2 раза подтверждал. Да. Я так думаю, что на данном этапе времени ни парламент, ни правительство, ни глава республики решать этот вопрос не собирается. Очень болезненный вопрос, аннексированных наших территорий. Совет Тайпо как-то затрагивает в своей деятельности, на своих заседаниях этот вопрос, и в чем проявляется забота Совета Тайпо? Да, Совет Тайпо регулярно затрагивает этот вопрос.
Неоднократно по этому вопросу мы обращались и к президенту России, и в Государственную Думу, и в Совет Федерации, и в прокуратуру, и даже по некоторым вопросам в Следственный комитет, и в наш парламент. Проводили видеоконференции, но, в принципе, результат ноль. Отписки. Из Москвы отписки, и отсюда отписки. С Москвы хоть отписывают. Вот если мы в Москву, например, мы посылаем обращение к президенту России. К их чести надо сказать, что мы через 3-4 дня получаем от них ответ, что ваше обращение получено, будет рассматриваться, и о принятом результате мы вам доложим. И потом докладываем. Но когда мы обращаемся к нашему президенту, а порой к нашему парламенту, парламент, правда, и отвечает, бывает. Но ответы бывают чистыми отписками. Мы говорим одно, они говорят, например, находят там какие-то слова, которые ничему не обязаны. Поднимаем. Есть большой патриот нашего народа Харымсолт Кукурхаев. В прошлом году он подготовил законопроект, полностью подготовил законопроект, приложил карту, все. И мы уходили из требований восстановить Республику Ингушетия в границах 1900, если не ошибаюсь, 26 года. Вот они там, и карта лежат. Но я так еще раз говорю, этот парламент никакие решения принял не намеренно. Единственное. И мы, несмотря на эти все отказы, мы все равно продолжаем обращаться, хотя бы из того соображения, что и федеральные власти, и региональные власти должны знать, что ингушский народ примирить в смысле о том, что этот вопрос не будет решен, что об этом вопросе народ забудет. Не стоит рассчитывать на это, что народ никогда не забудет этот вопрос, что этот вопрос требует свое решение, и что рано или поздно мы добьемся того, чтобы этот вопрос был решен. Но исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы делаем все, что возможно. Касаемо высокого уровня коррупции в Ингушетии, каким образом Совет Тейпов ингушского народа занимается этой проблемой? К нам часто приходят граждане, между прочим, очень часто приходят граждане, когда ущемляются их права. Даже те же самые законы, которые я только что говорил, помню, я только что сказал, что вот сейчас пытаются убрать, ликвидировать льготы репрессивных граждан и использовать эти деньги не по назначению. Разве это не является коррупцией? То же самое. Евкур и его команда постоянно хвалятся тем, что при нем очень много строит, экономика развивается, безработица уменьшается. Но на самом деле это бред. Мы сделали анализ всех организаций, построенных при Евкуре, и модернизированных даже, в том числе, которые раньше были, на которые были использованы очень большие деньги, миллиарды, если я не ошибаюсь, 17 миллиардов. Построены и модернизированы 27 предприятий. Из них работает только одно. Полимерный завод, полимер Карабулак. И то работает, наверное, только потому, что его отдали в аренду на 49 лет техностроя же организации с Татарстана. По нашей информации, за 10 миллионов рублей в год аренда. А на его строительство ушло где-то, насколько я помню, 350 миллионов рублей. Уходит так, что в среднем любой завод работает где-то 25, 30, 40 лет. После этого он уже стареет, и оборудование стареет, оно уже нерентабельно становится, разрушается. Уходит так, что мы вложили эти деньги для того, чтобы в течение 40 лет получить те деньги,
которые мы вложили в строительство этого завода. Это единственная работающая предприятие. Мирзавод не работает, картонажная фабрика не работает. В принципе, я могу вот сейчас перечислить потому анализ. Керамзитовый завод не работает, кирпичные заводы не работают, стекольный завод не работает, картонажная фабрика не работает, швейная фабрика работает от времени в время, агропромышленный комплекс «Атлас» не работает, завод по производству светодиодных ламп, построенный за 1 миллиард 385 миллионов рублей, тоже не работает. И при всем этом заявляется о создании десятков тысяч рабочих мест. Вот смотрите, всего должны были создать 5000 с лишним рабочих мест. 5000 создали, где-то 2300. А вложили при этом, как я говорю, 17 миллиардов рублей вложили и создали 200-300 рабочих мест. И при этом, естественно, прирост населения каждый год увеличится на тысячи. Более того, население у нас увеличивается. В последнее время докладывают о том, что безработица есть, регистрируемая безработица и общая безработица, что безработица у нас уменьшилась чуть ли не до 12%. Но это тоже больше. Если ясно дело, докладываю, что создали вот такие рабочие места. Но места на самом деле нет. Коммунный комбинат, например, там должно было быть несколько сот рабочих мест. Они же доложили, что он открыт, что он работает, что рабочие места созданы. Но их нет. Очень... Я что хотел про коррупцию? Это коррупция. Это коррупция. Это, например, строит Минзавод, не имеет сырья, никакой возможности. Все зерновые, которые производятся в Ингушетии, а они сами говорят, что этот Минзавод, он самый современный и должен производить 2,4 тысячи тонн в сутки. В сутки муки. 2,4, 2,5. Это очень большое количество глаз. Нашего зерна должно хватить, ну, максимум на неделю, на 2. Всего производит. И то у нас, говорят, кормовое зерно, оно не подходит для муки, что высший сорт, первый сорт. Откуда они собираются? Они говорят, там тогда писали Индонезия, Израиль, еще Сингапур, не знаю. Оттуда, чтобы привезти сюда зерно, если оплатить транспортные расходы, оно будет намного выше, чем это. Более того, вот Краснодар, Ставрополь, хорошо, у них зерно есть. Но есть ли им какой-то смысл продавать нам зерно, а не муку? Муку-то мы теперь покупаем у них, вся мука ихняя. Они, конечно, нам это зерно и продавать не будут. И еще, вот если посмотреть на мощность этого завода, то продукция, которая должна была бы производиться выходит больше, чем вся продукция, которая сегодня производится всеми заводами и фабриками Северного Кавказа. Построили ГУП-АТОС тоже. Очень большие деньги вложили, 700 или 600 миллионов рублей. Ну, здесь, на заводе, я должен сказать, это не целевая программа. Это просто кредиты, но под гарантией правительства. Правительство, конечно, учете. Да, они ложатся временно на нас. АТОС. Чтобы построить консервный завод, в первую очередь, что надо сделать? Прежде чем построить консервный завод, до этого должны быть заложены борщевые сады, помидоры должны быть посажены, огурцы, сады. Они построили завод, а не огурцов нет. Еще пару раз, правда, по телевидению сделали передачу и показали несколько этих поддонов с помидорами, что они уже производят. А теперь просто, разве это не преступление, разве это не коррупция? Такой же завод, говорят, есть в Чечне. Он благополучно работает. Там 2 цеха, это завод. А наши, говорят, построили 1 цех, 2-й проехали. Это коррупция, мы боремся в силу своей с коррупцией. Мы не раз обращались в прокуратуру. Последний раз мы обратились
по вопросу дома отдыха Лазаревск. Это единственный дом отдыха, который есть в Ингушетии. Он после того, как он пришел сюда, назначил туда своего брата. Этот брат его искусственно обанкротил, и они вот уже в течение 2 лет пытаются его продать, выкупить. Один раз уже, есть все данные, я просто не хочу. Если конкретика нужна, я могу конкретно назвать. Год, когда брат пришел на работу, когда, между прочим, все эти документы поступают из их же источников. И не все люди, которые работают в министерствах и в ведомствах, являются пропавшими людьми, люди, которые очень сильно задевают то, что происходит сегодня, иногда дают нам материалы. Так вот, один раз они его выставили, но там появился кто-то, кто тоже захотел его выкупить, они сняли с тендера это производство, потом передали этот санаторий банкроту Атласу, который сам является банкротом, который ничего не производит. И через него, чтобы на них никто ничего не подумал, решили его реализовать. Мы по этому вопросу обращались и в Госпрокуратуру, и в Следственный комитет России. Но по моей сегодняшней информации, не знаю, насколько она действительно, они все равно его продали. Продал его директор этого Атласа. Ты его должен знать, Бузуртанов, как его зовут, я его в глаза, правда, не видел, Мухтар, который умудрился в свое время продать и спецзавод, суды которого до сих пор не могут найти. Я просто задаю себе вопрос, единственный дом отдыха народа, насколько надо не уважать свой народ, не любить свой народ для того, чтобы попытаться. А это не попытка под чужим именем, выкупает они, он не для того туда был послан, чтобы его облагостраивать его брат, выкупить его и присвоить своей семье, обанкротить. Вот смотрите, только у нас в республике такое возможно. У нас в мире единственный нефтекомплекс, который убыточный. Предприятия, связанные с нефтью, вообще по определению не могут быть убыточными. У нас убыточный. И мы убыточным его передали Роснефти. Все эти дома, санатории, они оправдывают себя, они рентабельны. У нас не рентабельны, у нас банкроты. Это тоже коррупция. Это тоже коррупция. Кардоламид, последние материалы к нам поступили. Осетины уже планируют, то есть претендуют на то, что эта территория их где-то 600 или 700 гектаров земли. Даже их депутат прокуратура написал заявление, на каком основании Ингушетия претендует на это землю. Они на своей публичной карте показали эту территорию как свою. И она арендуется. После советской власти при Зязикове эта территория и этот завод был наш, туда даже были вложены какие-то деньги. Сейчас почему-то там обратно находится осетины. Мы пытались узнать, на основании какого договора, какого соглашения там находится. По нашей информации мы никаких документов не находим, но они там работают. Они там работают, и именно оттуда они сегодня претендуют, что это их земля. Наша голова молчит. Это тоже коррупция. Мы считаем, что это тоже коррупция. Много таких случаев. Мы эти вопросы поднимаем, я сейчас не могу вспомнить, но чтобы в месяц к нам кто-то не приходил с ущемленными правами, с материалами о коррупции, такого месяца редко бывает. Более того, еще совершенно свежий. Несколько дней назад у меня был человек с документами на руках. У нас в Цаговщицке есть мясомолочный комплекс. Его построили за 600 миллионов рублей, по-моему, а потом передали в аренду Сычеве. Я эту Сычеве тоже не знаю, передали. А потом наше же правительство, Министерство экономики, для того, чтобы он ничего не платил, там какую-то безумную сумму он должен был платить за аренду. Но чтобы он ее не платил, его внесли там добросовестный инвестор или кто-то, или что-то вот под каким-то надуманным предлогом. Хотя завод построен за счет средств бюджетных средств, за счет целевой программы. По этому вопросу было возбуждено уголовное дело. А после этого что сделали? Ему же ее передали безвозмездно. Вот. Тебе нужен завод, например, если тебе за 600 миллионов, я бы, например,
но вряд ли отказался бы от этого. Государство строит, правительство строит за 600 миллионов рублей комплекс животноводческий, или строит тот же самый завод полимерный, а потом безвозмездно будет. Очень интересно, да? И там надо думать, я должен думать, что там никакой коррупции нет. В последнее время в средствах массовой информации Ингушетии утверждается о том, что Ингушетия достигла больших успехов под руководством действующего главы Республики Ингушетия, что построены сотни объектов по федеральным, по региональным целевым программам. Как мы видим, большинство этих объектов – это социальные объекты, больницы, школы, спортивные объекты. На ваш взгляд, насколько целесообразно строительство подобных объектов, не имея бюджетообразующих предприятий? Вообще, что скрывается за этим? Я должен сказать, есть такое понятие – экономика развития и экономика потребления. Все те, большинство учреждений, которые мы сейчас строим, это экономика потребления. Я не хочу сказать, что нам не нужны больницы, школы, детские сады, они нужны. Но в первую очередь надо было строить заводы, фабрики и другие производства. Я почему говорю? Например, в свое время на Зране построили один завод электроинструмент и построили фабрику, всего два, и третий был завод, все, на все навес на Зарянский район. Но они создали тысячи рабочих мест. Они потом начали строить дома, ясли, сады, школы. Например, мы когда сегодня строим больницы и школы, еще раз повторяюсь, я не против того, чтобы их строили. Но еще лучше было бы, если бы был построен один крупный завод, который через год уже построил бы одну школу, через год построил бы вторую. Если, например, рентабельный, нормальный завод, у него есть такая возможность школы строить, то есть и ясли строить, и больницы строить. Что лучше? Смотрите, мы увеличиваем количество школ, мы увеличиваем количество больниц. Надо задуматься над тем, что мы одновременно должны увеличивать количество работающих в мире, преподавателей, врачей. Согласен? Им надо платить дополнительные зарплаты. Согласен? Тогда бюджетозависимость увеличивается или уменьшается? Дотационность. Да, дотационность. Она увеличивается. Еще раз говорю, третий раз. Они нужны. Но намного лучше было бы, если бы были построены заводы и фабрики, которые строят школы и больницы. У нас даже те, которые строят, я только что сказал, ни одно из этих производств не работает. Я вам должен сказать, что в сталинское время за это сразу, без разговора, тут же поставили к стенке. Но эти власти, они никак не реагируют. Мы этот анализ мы выставили, на сайт выставили, послали в федеральный центр. Мы говорим, мы заявляем, если мы заявляем, и мы отвечаем за каждое слово, что не работает, нету ни одного рабочего места. Не работает, я зову, вам врут, по-моему, там нет никакого интереса. Нет, работает, не работает, я имею в виду федеральный центр. Шалада, конечно, и школы нужны, и заводы нужны. Я должен признать, что в последнее время очень большие успехи в спорте. Очень большие успехи в спорте. У нас раньше столько таких успехов не было. И меня радует, что спорту уделяется такое внимание. Меня радует, что строятся больницы, меня радует, что строятся школы. Но еще раз я говорю, если трезво смотреть на эту вещь, у нас экономика потребления, хорошо, представь себе на одну минуту, вот представь. Вот в силу каких-то причин завтра федеральный центр не имеет возможности оплачивать эти зарплаты. Ну, не имеет возможности. Кризис, там, дефолт, что-то другое. Кто будет платить эти зарплаты? А вот если бы были заводы и фабрики, продукция, которая независимо от чего продается, имеет спрос, то там вопрос не стоял в Ингушетии. Поэтому я считаю, что тут перекос, и что этот перекос, его надо выправлять. Надо строить, конечно, и школы, и больницы, но в первую очередь надо строить производство.
создавать рабочие места. А как вы считаете, чем вообще обусловлен интерес властей республики к строительству? Я понял вопрос. Во-первых, я должен сказать, что смотрите, сколько строят. Да, строят действительно много. Но почему они говорят, что это все федеральные целевые программы? Федеральные целевые программы. Их 37, касающиеся нашей республики. Я могу ошибиться чуть-чуть. Федеральная целевая программа развития Ингушетии, Юга России, ветхое жилье, И эти программы, они касаются не только республики Ингушетии, они касаются всей России. У других регионов строят не меньше, чем Ингушетия. Например, берегоукрепительные, другие. Модернизация здравоохранения, модернизация образования. Они целенаправленно по всей России распределяются. А местные власти делают, видите, что вот смотрите, Евкуру пришел, какие денежные средства Евкуру выбивает из федерального центра. Слушай, дорогой, это не он выбивает. Эти федеральные целевые программы, они утверждены федеральным центром. Это программа Путина, Медведева. И если зайти в интернет и посмотреть по каждому, взять любую программу социально-экономического развития или другого, Карачаева, Черкесова, возьми, Дагестана, у тебя сразу станут и заводы, и фабрики, и школы, которые и там построены. Например, по модернизации здравоохранения присылают машины скорой помощи, их выставляют перед администрацией этого, и глава уходит, отдает ключи, и нам преподносится, что вот благодаря Юнусбеку вступили эти машины, но никому не говорят, что они были давно запланированы, и независимо от Юнусбека, и все эти машины направляются во все регионы Российской Федерации. Но развитие, но я вам должен сказать, что предыдущие президенты такой возможности и таких денежных вливаний, которые были сейчас, им даже не снилось. Финансировать. Он сам в одной статье говорил, я удивлен, у нас фантастическое финансирование. Фантастическое. Это его слова. Поэтому азиаты, что федеральная целевая программа, российские программы, Россия, я должен сказать, если наши умеют защищать эти программы вовремя, уже они начали, на начальном этапе вообще не умели, безусловно, писать. Очень большие деньги поступают в республике. Очень 37-38 программ, миллиарды рублей. И, конечно, если бы они были бы, использованы с пользой для дела, ну, представьте, если бы те 27 заводов сегодня работали, сколько продукции было бы в республике? Согласен? Сколько людей работало? Более того, я добавил, строительство – это та отрасль, где откаты довольно солидные. Это та отрасль, которая кормится местной властью. Поэтому глава республики, глава республики, должность уже Духаева Хамана, прораб Хамилажут на всех стройках. Стройка руководителей, стройка Мандежвали, Хамия Тигичевизи. Что я хочу сказать, я думаю, понятно. Это отрасль строительства очень интересно. Скорее всего, этим и объясняется животный интерес к строительству этих объектов. Я так думаю, в том числе. Как вы оцениваете состояние гражданского общества в Ингушетии? Гражданского общества как такового в Ингушетии нет. Он только нарождается. Гражданское общество – это развитое, высоконравственное, хорошо самоорганизованное и самодостаточное общество, которое способно решать свои вопросы, даже без участия государства. Гражданское общество – это общество людей высокосоциального, культурного, морального, экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые отношения.
такового гражданского общества у нас еще нет. И вот мы, Совет Таипа, прилагаем все усилия для его развития. А каковы ваши взаимоотношения с другими общественными организациями, с общественными деятелями, с лидерами ингушского народа, которые в свое время, в конце 80-х, в начале 90-х, добивались восстановления нашей государственности? У нас очень хорошие дружеские отношения с некоторыми общественными организациями. Общественных организаций, конечно, в республике много, их, я так думаю, несколько сотен, но мы знаем только, например, те организации, которые действительно пекутся о своем отечестве, о своем народе, мы их по пальцам можем пересчитать. Например, это региональное отделение партии «Интернационал», региональное отделение партии «Защитники Отечества». Есть еще партия Добрыева, не помню, как ее название, ВГС движение, Конгресс общественных движений. Мы с ними тоже работаем. Мы с ними работаем, у нас товарищеские взаимоотношения. Они поддерживают Совет Таипа. Мы тоже поддерживаем те мероприятия, которые они проводят. А что касается, как мы относимся к лидерам ингушского народа. Ну вот, у нас увеличенный портрет, фотография ингушей, которые в свое время принимали активное участие в принятии закона о репрессивном народе, активном участии в становлении республики. Мы глубоко уважаем этих личностей, мы глубоко уважаем Бембулата Богатырова, мы глубоко уважаем Исука Зоева и остальных лидеров ингушского народа. Не исключая никого, я просто по именам не хочу называть, которые принимали участие в становлении республики. Должен сказать, что в свое время они свою миссию выполнили. Они свою миссию выполнили. Они сумели принять судьбоносный закон. Они сумели создать республику. Но потом дальше ситуация сложилась так, что они оказались не в деле. И полностью воплотить в жизнь то, что было на бумаге, они не сумели. Я еще раз повторяю, что для меня лично ни правых, ни левых нет. Я одинаковой степени уважаю и Бембулата Богатырова, и Исука Зоева. И я думаю, что они и являются лидерами нашего народа, что они являются достойными сынами нашего народа. Например, я просто чему приведу пример. В свое время были такие личности, как Басингир Джабагиев и Идрис Зяцев. Они были идейными противниками. Они были противники. Но при этом и тот, и другой не пересылал быть патриотом своего народа. Ты согласен со мной? И оба записали свои имена. Да. Но они оба вписали свои имена. И сегодня, по происшествии про Басингира Джабагиева, за все годы советской власти ни слова нельзя было сказать. Даже про Идриса Зяджикова нам эта власть не позволяла что-то говорить. Он в конце своей жизни, в связи с тем, что он действительно являлся истинным патриотом своего народа и был репрессирован. Сегодня у нас в каждом почти населенном пункте есть улицы, как Джабагиева, так и Идриса Зяджикова. Вот завтра точно так же будут улицы, что Богатырова, Бембулата, что Исука Зоева. Каждый из них является патриотом. И поэтому это временное, вот это противоречие, идейные противоречия, которые между ними были, они были не потому, что не хотели блага своему народу. Просто каждый из них видел дорогу, свою дорогу, свой путь, по которому можно чего-то добиться. И в силу этого они просто были на определенном этапе стали противниками. Противниками в том плане, что они, каждый защищал выбранный им путь. И этот путь считал единственным правильным для достижения поставленной цели. Ну, в принципе, вот смотрите, я пока говорю про других, а вот обыкновенные рядовые граждане,
из наших тайпов, наши родственники, которые днями и ночами пропадали в Москве, финансировали, обслуживали, договаривали, выполняли поручения лиц своих лидеров. Разве они тоже не являются патриотами, истинными патриотами, если бы у них не болела душа за свой народ? Им что, делать нечего было, как там в Москве целую неделю проводить? Они сделали свое дело, они создали республику, они достойны уважения, и их имена, мне кажется, должны быть увековечены, они и будут увековечены. Нашей задачей сегодня Совета Тайпа, я считаю, сделать то, что они не успели сделать. Они создали республику, они приняли законы, мы должны приложить все усилия для того, чтобы пункты этого закона были воплощены в жизнь. Мы неустанно будем над этим традициям. Да, он не злой. Да, халой не злой. Довольно актуальный вопрос на сегодняшний день. Каковы ваши взаимоотношения с муфтиятом республики? Что вас сближает? На чем основан и насколько надежен ваш союз? У нас хорошие партнерские, товарищеские отношения с муфтиятом. Мы уважаем муфтият, мы уважаем имама мечети. Мы об этом не раз говорили. Не всем это нравится, но мы не считаем нужным скрывать. Это серьезный институт, серьезный общественный институт, религиозный институт Ингушетии. И, например, мы не можем понять, из каких соображений Евкуров, хотя что-то так, можем, конечно, понять. Это разрушитель, а не объединитель, поэтому все, что он к чему не прикасается, он разрушает, разъединяет. И я должен сказать, вот вы смотрите, Хаджи Мурдаш, он разъединил. Дяди Мурдаш, он разъединил. Батла Хаджи Мурдаш, он разъединил. Умудрился даже салафитов, он сейчас разъединил. Тейпы, особенно большие, он разъединил. У меня теперь вопрос. Человек, который пришел помочь своему народу, объединить народ, направить его в одно русло, он будет разъединять или объединять? Это задача. Он разъединяет народ, он разъединяет верны, он разъединяет тайпы, он разъединяет всех для того, чтобы ему было легче управлять и вести в том направлении, которым он считает нужным наш народ. Поэтому муфтият нашел в себе силы во главе с муфтием противостоять этому, не сломался, за что я глубоко уважаю это муфтият. И поэтому сегодня все заявления муфтията мы поддерживаем, даже отречение от общества этого главы республики приветствуется. Мне очень близка позиция сегодня муфтията. Муфтият наш союзник. И если муфтият и совет тайпов найдут в себе силу, не размениваясь на мелочи, параллельно пойти по жизни, я так считаю, что может быть мы что-то изменим. Может быть мы что-то изменим в этой республике. Ваше мнение о личностях, которые на сегодняшний день представляют власть в Ингушетии? На этот вопрос я ответил бы стихотворением. Есть одно стихотворение, «Перевернули банку» называется. Я его зачитаю, я его наизусть не помню. Перевернули банку. Ушла в осадок праведная власть, во всяком случае ее значительные части. Какое ханжество, какой контраст. Эти пришли не управлять, а красть. Перевернули банк и люди без труда. Гадать, зачем теперь, чья-то он вина. Все, что держалось сверху на плаву, ушло в осадок, ушло стремительно ко дну. А на поверхность всплыла шелуха, пена заполнила собой все и вся. И, как ни странно, безродная шпана элитой управляет без стыда. У них теперь продажная, но власть. Они и пользуются ей всем на показ и всласть. Какую проявляет прыть и страсть в разврате и в наживе. Все им в масти. Смешно, но пена оседлала нас. Она диктует, как народа глаз. И это не случайность, не нюанс. Эпоха беспринципности баланса. Они заказывают музыку теперь, мешки с деньгами, лица без манер.
У них парламент свой и свой премьер. И то, бездарность, пошлость, связь. Перевернули банк, узнать судьба, не вечно же стоять у окна. Но как переменилась жизнь вдруг вся, как много в мире оказалось зла. Ушла в осады грустные вчера, везде кругом куражится шпана. Перевернули банк, может зря, чего гадать. Раздернут, видно, догола, и не поможет под ковром возня. Я так думаю, что в этом стихотворении я еще раньше ответил на этот вопрос. К власти у меня такое отношение. Если сегодня вы решите сменить руководителя, каковы будут взаимоотношения Совета Тейпов с новым руководством? В принципе, давайте так, нам, по сути дела, особо большой разницы нет. Я чуть раньше говорил в самом начале. Если не будет выборной системы, равных выборов, если народ не будет иметь возможность выбирать тех людей, которых он знает, честно, порядочных людей, патриотов своего народа, а нам будут назначать по представлению партии «Единой России» с Москвы, то я не думаю, что кто бы оттуда не пришел, назначенный сверхчеловек, человек, который оторван от народа, который не знает его чаяния, что он сможет здесь решить вопрос. Каждый из тех президентов, я работаю здесь с первого дня создания республики. В декабре, в ноябре состоялись события 92 года, помнишь? Уже в декабре 92 года я организовал здесь аптечное управление. Я помню даже число 3 декабря. И я их всех видел воочию. К нам сюда они приходят на первых порах нормальными людьми. Они потом матереют. В принципе говоря, в этом основном-то виноваты мы сами. Мы сами их таким делаем. Поэтому никакой разницы, кто сюда завтра придет, Евкуру, Куру, Меркуру, нет. Мы не против личности боремся. Мы боремся с проявлениями беззакония и с проявлениями бесчеловечного отношения к своему народу. Для нас важна не фамилия, не личность. Важны поступки. Важны поступки. Ну, я так думаю, что даже если пришел бы новый глава республики, мы не нашли бы, наверное, вероятнее всего полного взаимопонимания. Мы не нашли бы. И нам бы все равно пришлось бы защищать интересы. Но, может быть, не в такой мере. Не в такой мере, как сейчас. Поэтому мы, например, в Совете Тейпов, мы нашли уже свое место. Мы на старости, на закате своих дней находимся сегодня здесь. И все оставшееся нам до выполнения уже образа, интересы, защищать уже а тут мы не планируем входить во власть, мы не планируем. Но с другой стороны, мы планируем сделать все возможное для того, чтобы создать условия, при которых во власть будут попадать только порядочные и честные люди. Не так, как сейчас. Но для этого в первую очередь надо ломать избирательную систему, которая сегодня есть, которая, мы все это прекрасно знаем, которая фальсифицирует все и вся. Главная задача сегодня, наша задача, не вхождение во власть, мы не планируем это. Наша задача сделать все возможное, чтобы у власти, во власти были порядочные люди, и мы приложим все усилия для того, чтобы это рано или поздно состоялось. Но обещать, что это обязательно случится завтра, мы не можем. Я думаю, что это длительный процесс. Но какие-то меры нам уже в следующем парламентском выборе будут приняты для того, чтобы не допустить обратных тех фальсификаций, затруднить, возможно, как можно больше затруднить этим комиссиям, которые сидят по селам, злоупотреблять своими должностными полномочиями, мы не будем. Постараемся. Вы уже сказали, что одним из пунктов вашей программы является
изменения республики на парламентскую республику. И я сказал, что если у вас программа Яндра, есть Яндра программа, но она у нас есть, мы ее обсуждали, но сегодня обнародовать ее хотел еще преждевременно. Есть такое Хуан де Дезера, поговорки. В первую очередь, сегодняшняя наша задача, в первую очередь, практическая сегодняшняя задача для достижения тех целей, чтобы все-таки добиться, в конце концов, чтобы у нас была парламентская республика, а не президентская форма управления. Но для этого, в первую очередь, надо навести порядок вот избирательной системе в первую очередь. Пока мы не наведем так. Если мы сумеем добиться того, чтобы голоса людей, которые отдают, точно так же, как они отданы, они бы и фиксировали, ничего менять не надо, ничего, никакой агитации не надо. Мы это прекрасно знаем, что большинство народа кому отдают голоса и как отдают голоса, мы это знаем. А на выходе бывает совершенно другое, мы же с этим сталкивались. И пока мы вот эту систему не изменим, у нас ничего не получится, потому что идет отрицательный отбор, во власть попадают люди с отрицательным качеством, воры попадают во власть, бюрократы, бездушные люди попадают во власть. Попадают почему? Вот смотрите, это же самый парламент. Они говорят, что их народ избрал. Хорошо, избрал. Но где защита интересов народа? И кто их избирал, например? Ты их избирал? Я не избирал. Я вообще не могу, когда я спрашиваю кого-нибудь, найти людей, которые за них голосовали. Но в любом случае документы о том, что они избраны, лежат. Более того, анекдоты, я его недавно прочитал. Один человек, говорят, пришел в сельсовет и просит их помочь найти свою жену. А те говорят, почему, что, а где она у вас пропала? Нет, говорит, она давно уже умерла. А как мы тебе можем помочь, говорит, ее найти? Вы можете, наверное, говорит, почему? Каждый раз, говорит, когда проходит выборы, она голосует, поэтому в связи с этим, наверное, если она голосует, значит, она появляется, хотя я бы хотел бы узнать, где она, смысл притязать. Вот это мертвые лица, например, наш представитель Абу Сайнароев заявлял на избирательную комиссию, он пошел на избирательную, он цартай по он монгол уже вас и голосовать для того, чтобы события были я читал, а вот вас и сбор. Как вы относитесь к проблеме сохранения наших адатов и нашего языка? Насколько это важно? Вообще, я очень болезненно отношусь к тому, что наши адаты пропадают. Я помню прекрасно наши абайцы, ничего, мярожи, чего хочу для Мерхари Ауэр, Заголдыш, Халхубуш, Пандровуш, очень приятно. Сахандуш, закон, да, хочу для Хаз Ноки Муали, Хаз Ноки Юлия, сейчас все по телефону делается. Молодежи эти законы позволяли и встречаться, и общаться. Ну, сколько хедбакар. Яхкус, смысл его положения. Сашат, Цоуш, Гестеха, Сагвера, Забычи, Даяхкар. Машина каждый на Бабежлак, но машина Заях, Мишел, Сагуёх. Я очень критический. Холостой тут. Да. Герцен вообще целый тижбаха, но из причин вот я. Например, ходах шан выбор жизни своя, азан паня, куда цайца голод, скойца голод, из выбор желшаня, из причин цара, койт вануар, во-вторых, избрать сюда же хамельчук, койтом, он охрану сбавляет, машины ждать, в таком случае, может быть, надо и охрану отменить, но что-то они, речь о том, чтобы отменить охрану, не поднимает. Измор сопутствующие, закон ждать, это сон, цугулка язя, папа, я шастых торен, про настоящий яз. Я ответил на этот вопрос уже в каком году? Еще в 2010 попах.
Я не хочу менять папаху на челму. Мой дед носил ее как символ в старину. Он в ней прошел гражданскую войну. Предать ее, как память деда, не могу. Поверь, что предки наши были не глупы. Черкесские, горские носили и цари. В папахах на бекрень суровые мужи, сердца прекрасных дам в Санкт-Петербурге жили. Я не хочу менять папаху на челму. Она прекрасно шла и моему отцу. Папаха, галифе, ремень и сапоги, какой энергией наполнены они. Одежда выражала суть мужчин, их честь, достоинство, происхождение, чин. Как в зеркало сверкали сапоги, все талии затянуты в ремни. Я не хочу менять папаху на челму. Ингушья, не раб, мне это ни к чему. Другое дело, когда молитву я творю. На коврике в челме пред Господом стою, как правоверному, она мне тут в лесу. Сменив папаху на челму, в рай не войти. Не по одежде принимает, там пойми. Там ценят только состояние души. Задумайтесь над этим, ингуши. Я не хочу менять папаху на челму. Мне часть души народа, потому как честь свою я берегу. В ней дух Кавказа, пред которым трепещу. Обычаи, одежды и язык нельзя менять. Это дорога в никуда, тупик. В каждом народе бьет самобытности родник. Теряющий его теряет суть и лик. Я думаю, еще ждать. Единственное, сам ислама противоречит тоже. Ждать я одну, ничего, мягкого чего, насколько, да, ислама противоречит всей, но любой адат сохранить держава, а традиция, а массу уже компулсация, а обычаи есть, а кухни есть, а мод есть, а сапка есть, уже компулсация, мод лорбежму, уже адат живой лорде здесь сомнение. То, что касается языка, я хотел бы добавить еще. Я сам, в принципе говоря, не в полной мере владею ингушским языком, к своему суду. Не в полной мере, когда я обязательно нога раз приехали, дождь я хожу, сорвала бусаться. Но Касахамада доказывается же Исаия, Казой, метод Европе, газовый гастопый, заседание его. Иса зацигеждится, нравится. Европа здесь аж амела марка, сутеха марка. До меня, например, до меня лично не дошло, насколько большая опасность угрожает нашему языку. Мухтабол жанр. Солнце гарамду, аз халха амбел, созань болшана, играл раймот амбей. Супер, школе вахашли хамака, зраска мухтал диалбали, суамли вулус, хотя проблемы бывали с русским языком. Ханзы, вы замолвожу, даже телевизоры, смартфоны, швей планшеты, все пираты, болжба, телефоны, телевизор, хамолвожу, хамгаска, адваты. Молчу, да, раска, ровно будущее, возил худоход, подашь я начал, цесар, даже бежишь, раска, канал, шкуш. Детский сад Абахашева, раска мохба, и школе, раска мохба. Я говорю, мы знаем, что не раска, и сад, хаяншева, хамака. Ханс хатдор, поколение передал. Вы там кожу мохта, уже кожу будет, уже цикл дожила. Поэтому сунчо явка опасность для нашего языка, для родных языков народа России, его самхет. Тем более опасность усугубляет дожила, Ханс недавно принятый закон языка, родной язык, в обязательном порядке изучать лишь, а хадзасара родители обязаны были только по согласию родителей. С опасностью, они предлагали конкретные миры, мультики, детская сказка, желая, садик, школы, желая, духа, предметы, духа, халдезер, духа, внимание, уделять, дезер. Целую программу, с программы, сархадушка, жаши, дат, эти же, цена хамдиля, пока согласен, сона, по вниманию своего вопроса, уделить сюда. Ой, худохаяля,
сейчас Да, может плачь, опасность уже. Я еще раз говорю, сон Сейн до меня это тоже опасность дошла только вот после того. Я знал, что плохо я знал. Но свой человек, что перед да, но желается. А на самом деле, человек перед предположением. Какая черта в мужчине вам более всего неприятна? Мужчине более всего мне неприятно увлечение лицемерия. В жизни часто хуже конструктивно. Вот. У них и оно послушно, я говорился больше. У них и вилжуаса, а маляш, связываешь, сады говоришь, что лишь что да, цахая, что раз, лицадин, ахуса, уляет. حافظ صومال سارة أو بشهادة تشابه عن قيتشة جارنا خوب كده поэтому сдули чили сенери жарна она хлебош она хлебош хамдац решил считается мнение открытое хавала жвасок оно может тебе не нравится он Аллах нравится да обязан бахла мнение, подключено свои мнения, я что. Например, даже того же самого Ювкуру касается дикого звуашивания, да, открыто он достоин уважения, потому что уже, допустим, я, может, неудачный пример привел, но открытым лицом, чем мне не нравился. Он уже достоин хотя бы, ты можешь с ним не соглашаться, но он достоин уважения за то, что он не двуличничает. Уличи лицемерие, сумму, амхалищат, отца. Аллах, Аллах, что ждать, мы по всей день жизни с этим встречаемся. Особенно мне приходится в последнее время часто встречаться, а сами ничего. Так же, как и мне, наверное, и многим. Когда Балга хаму язык халдуш, алилуш хал, гуна мора, хаун не гошу. Он понимает, да что, ну, и Балга лага, и за ахидник, карамдуаш, хауса шута, раз ты начинаешь чувствовать, но после же халдуш борна, казигу сразу, казигу вахики, халдуш. Но тем более, суда еще هذا الحق ما هو سوء شو ده وش يصير زعلو حاجة غباء كباس كده تأخر سموات هذا زكون ورسيسكي زكون سو بقويات سياق ديزت سياق بوسو أدلا مليوح بقدر ده ديزت وابجم بوسو أدلا راس أدلا كرز أدلا تدير جبر أبيض مسيور أيستو يا خيسو Здесь ханчил да, скарслый ханчил да, сюда куда я ханчил да. Но здесь мерит там, он не хотят того жваса, вы цена история, а совершенно противоположно дус, а еще да, шибат ты лишь усала. Совершенно. Арабу, она лучше жваса, сандина, а здесь мерит. Каждый день курс еще уже через месяц. Он achau to už hamdāts, širtaš. Исухесу, он achau loši, это слушай. В завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашему народу? Какой у вас будет призыв к нему? Призыв я Хокерса. Во-первых, еще раз хочу повторить. Вайза Даржа Абдуал Биаш Багдач. Балдач. Саяду ватахан елдэж дагам. Это ялчы. Коррумпированная часть. Это да, тут говорят, тут сами тацбатик нахвах. Вайдалари. Саразил ди это Багдач Шамаждар. Саяга. Ну, просто постоянно у стимул сдуч. Причия, чебаган саханды яхса. Сасык халяса пиранда то аля не сборуши. Зацикану
وجدته أبياتنا قبل كل الأسى ذكر مو مصدر يا مش لا أبيات الشنو وش ملشان الشنو بدي أي بعض بيها الله يستحقوا شيء عن شيء هو قياه يا أخي كذا سوالي ما هو واسع يا أخي صندوق شيء كذا ويدلاري ويدول خير ويبرت بلاري ويصعب يلاري صار يولد الداسة وزواج صار طبعا يولد الجاد صار ويقر القوة تجدع يوقع قياسة صار ويشرا وجهة قياسة شيء بيز البرد يشتار حق وقشقوة وقشناع لا تجدع يوقع داسة سكين اليوم بباس بوح باسش ويتسخل رابوش ويخلش كشخوب باس ويتسخل رابوش ويتسخل جداد داس ويقر صار العمل يقع وجوه بقى وزعري قلت يخطوة قشنا يوحي قيز السياق شوي داس تاخذ حياة هي البوليتيك والله لبوا أوبرس هاي بوليتيكات عاي تربوت تشخص شيء عم نقص عم به بس بوليتيك اللي أزم بس بوليتيكا وده حيصير آخر بس حكوي واقع اسمه بس بوليتيك هو سنة هو قدوس السم بعد بوليتيك نبي كوا هو تجيب يبدي إيكونوميك عجوب تغنيين حياة تامس عن زالت نون حريب السيد الخنش بتاع 50% أرو تير عد وقت القدس ده عور العداء يا خبير إزقهم بوليتيكا أرو حيو هو نشوف يا مين تيجي أرو نشوف يا إزقوا بوليتيك بار بس بوليتيك بنا حكواي يفنس حكواي واي بوليتيك صندوق شيء مدى تصاو مدى كذا مش أرو ولا أكتر من خو سبيت تيبا از أول شغل طبعا تغير خيط تيبا شقتي на прошлом заседании خلطة سرجوا جالس عشان حشتوا عدد بس ضاقط وشتيبش وأوز وجبوا بالفق خطلانج وعدم يسايشن خيقي تيباج شو تصح صدق أوز حدا يكاد كوني في وزا وجبوا ضبع عشان يعني ولا خيط رسم شو مني ها أوز بدأ يسايشوا ده حقتي بغير باقي جالس. Я должен сказать, что Евкуня, например, что делегат был звонит без вложения. Царь, вот говорит, что делегат, что представитель Апайи Махои, что мне не защищали бабы, если мы посмотрим, так лишь халяли, ничего не хотим, вот делаем. Так пашка аварса, нахуй аварса, он ежели Парцавалч, бабасы. Санца хочет дать свои, солнце хочет дать свои. Вы буквы отстаиваете, да швырти что дать свои. Вы солдаты живы, Антон дальше. Активную жизненную позицию занимать и удочками. Вы коридуатишь, люди ждут, а может вы помните в Харсаде, каждый чин. Мнение халес, ер самохба, ер сакамбе, ер евкуры махбат сансани, ер занымхани махбат сансани, ер барит пами махбата, субр сбоку мах сбаяна субр яхтер, кому мастава яхтер. Вин каждый чин адыгача дела, если махмуд وسمعك يحم أزليت اليوت مدرس يعني ويز أولي قدوش ويخلص ويحم قاوتات ده نزول بين زينا نيجت سنيجت حتى أحكار واويش متشكي عار واو صخب دين خلق وعشا داشش وعشا دير خلق لو يعطوا بخو مداخ صار مداخ حقيقي تيباش كيجد صحدوا تيباش بوغ ليجدو جوج صار شلون شو خارج على يعني خاص حدو وهو زاد شخص عمودات شوي ديزنبر وزوتي شوردش شوي لبوي مني استاودي شوردت ويتحن غوش صحدا هاتيب صحدا صوتي في حواشا في تاشو بها ويمنيني учитывать сидыч ويتسا شتات سدش زيادة درس يعني خيرسون دقهم ويكون سليت يعطوا بابا يعني خيرسون خشر إيش دش لا يعطوا بخو Как он мало,